Привет, друзья! С вами я, Михаил Серкили, и новый выпуск Nocta Life History, специальный проект об истории гагаузов в Бессарабии, который мы делаем вместе с доктором истории Штефаном Бежаном. В советский период и после распада СССР большое внимание уделялось идее о том, что гагаузский народ с самого начала был влюблен в коммунистические ценности. До сих пор бытует множество мифов о том, что гагаузы были пленниками румынского империализма и что они не имели никакого влияния на то, что происходило в гагаузских населенных пунктах в период румынского правления. Ничто не может быть более далеким от истины. Конечно, гагаузы составляли всего 0,6% населения Румынии, и их влияние на демократические процессы в Бухаресте были незначительными. Однако гагаузам было не чуждо то, что происходило в румынской политике. Они имели право избирать своих мэров, у них были депутаты и сенаторы в румынском парламенте и даже члены правительства. Гагаузы также активно участвовали в парламентских выборах, голосовали как за традиционные румынские партии, такие как Национально-либеральная и Национально-крестьянская партия, так и за крайние правые. Следует также отметить глубокие симпатии к коммунистической доктрине, которая была особенно привлекательна для крестьянства, поскольку коммунисты обещали им землю и равные возможности. Но эти симпатии исчезли в 20-е годы прошлого столетия. Сегодня мы поговорим о политической жизни гагаузов в межвоенный период и развеем некоторые мифы, возникшие в советское время и преследующие гагаузское общество или сообщество по сей день. Под влиянием национальных революций, происходивших на европейском континенте в XIX веке, среди бессарабских румын возникли первые националистические политические течения. Семена прорумынского национализма в Бессарабии были посеяны еще в 1798 году в Эстонии, где группа бессарабских студентов Тартусского университета основала тайное общество «Бессарабское крестьянство». Члены этого унионистского общества поддерживали постоянные контакты с румынской интеллигенцией в Яссах и готовили почву для того, чтобы в нужный момент добиться объединения. Среди гагаузского населения Бессарабии дело обстояло иначе. Поскольку гагаузам не удалось сформировать собственное национальное течение, не имея национальной истории и в силу отсутствия интеллектуальной прослойки, гагаузы идентифицировали себя скорее как конфессиональная группа со своим языком и традициями, но без собственного алфавита и публикаций на гагаузском языке. С 1917 по 1918 годы, напуганные национальным движением в Бессарабии, среди гагаузов наблюдается большая симпатия к большевистским революционным идеям. Гагаузы считали, что утверждение румынского элемента в губернии может нанести ущерб их собственным интересам. Таким образом, гагаузы связывали надежды социального равенства с большевистской революцией в России, что привело к симпатии и даже поддержке коммунистического движения в Бессарабии. Симпатии гагаузов к коммунизму следует объяснить их привязанностью к русскому языку и культуре. Во-первых, у них не было внешней родины, как у молдаван, которая могла бы подогревать внутренний национализм. А во-вторых, именно русские сделали Бессарабию настоящей родиной для гагаузов. Гагаузы пользовались многочисленными привилегиями в царской Бессарабии. Им было выделено много земли. Они имели возможность создавать большие хозяйства и процветающие предприятия, что, несомненно, привело к экономическому и социальному прогрессу. В отличие от румын Бессарабии, для гагаузов и других переселенцев период российского правления в Бессарабии был благоприятным, а порой и прогрессивным. В конце второго десятилетия XX века в Бессарабии родилось уже второе и даже третье поколение гагаузов, вскормленных русской культурой и воспитанных в духе любви к старшему брату. Поскольку в Бессарабии проводилась активная политика русификации, гагаузским переселенцам не пришлось учить румынский язык, и таким образом русский стал для них вторым родным языком. Более того, даже немногочисленная гагаузская интеллигенция получала образование в русских школах и идентифицировала себя с русскими, а не румынскими культурными ценностями. Гагаузское население Бессарабии, сильно русифицированное и увлеченное утопическими идеями коммунистической идеологии, видело в румынском королевстве опасность, имея в виду, что им предстояло интегрироваться в новое чуждое культурное пространство, не зная румынского языка. Это вызвало отвращение и фобию по отношению к Румынии.
и реакция румынской армии зачастую была довольно жесткой, прибегая к довольно суровым методам, либо расстрел революционеров, либо их повешение. Эти действия румынских солдат привели к появлению первых зародышей румынофобии, которые сохранились в коллективной памяти и впоследствии подпитывались интенсивной советской пропагандой. По этим причинам многие гагаузы активно участвовали в распространении большевистской революции. Один из гагаузских коммунистов, революционер, житель Дизгинжи Дмитрий Кадрян, принимал участие в осаде зимней резиденции императора в Санкт-Петербурге. Другой гагауз, Николай Филиппов, уроженец Вулканешт, принял ценности коммунистической идеологии и во время войны вел активную пропагандистскую работу на Румынском фронте. Впоследствии он был арестован и заключен в Кишиневскую тюрьму. К числу этнических гагаузов, привлеченных большевистскими революционными идеями, можно отнести и камрадчанина Пиогла, который был в числе восставших матросов миноносца «Зоркий». За выдающиеся заслуги в популяризации революции в 1917 году один из гагаузских крестьян из села Итулия по фамилии Чакир был избран в Совет рабочих и солдатских депутатов. Филиппов, уроженец Вулканешт, офицер императорской армии, стал активным членом Российской социал-демократической рабочей партии и вел пропагандистскую работу на Румынском фронте. Его имя встречается в различных документах того времени. Другими активными участниками гражданской войны в России на стороне большевиков были Петр Генов и его сестра Елена, родом из Чадырлунги. Петр Генов сначала работал инструктором в революционном комитете Тираспольского района, затем вместе с сестрой он работал в ЧК. Другой гагауз, Николай Тукан, также уроженец Чадырлунги, был назначен начальником Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем в Витебской губернии. В 1924 году он был направлен в Сибирский военный округ на должность прокурора военного суда. Напуганные националистической политикой бессарабской элиты, а также вступлением румынских войск на территорию между Прутом и Днестром, гагаузы организовали небольшие отряды сопротивления, и даже возникла идея создания совместно с болгарами республики в Буджаке. Одно из самых значительных антирумынских движений было зафиксировано в селе Кубей. Группа из более чем 300 местных жителей, среди которых было несколько гагаузов, напала на гарнизон румынской армии. Подпольные действия гагаузских революционеров застали румынских солдат врасплох. Гагаузским большевикам удалось уничтожить целый отряд румынской армии. Получив подкрепление вечером 31 января, румынские войска уничтожили гагаузский партизанский отряд и взяли Кубей под контроль. Отряды сопротивления румынской армии были организованы в ряде населенных пунктов, где гагаузы составляли большинство населения. Так, группа офицеров русской армии, принявших тем временем большевистскую идеологию, организовала в Дизгинже военный отряд, чтобы остановить продвижение румынской армии. В боях за освобождение городов Болград и Измаил от коммунистических сил участвовал также гагаузский отряд под руководством Арабаджи, бывшего солдата царской армии, родом из Кириатлунги. В течение 1918 года все движения сопротивления были уничтожены, и румынская армия установила контроль над всей территорией Бессарабии. За исключением татарбунарского восстания на территории Румынии больше не было масштабных восстаний и мятежей коммунистических организаций. Пользуясь всеми и правами, и свободами, гарантированными румынской конституцией, гагаузы вели довольно активную политическую деятельность, участвуя в политических процессах в Румынии. После объединения гагаузы имели постоянных представителей в законодательном органе Бухареста. Священники Гучужня и Топчу были депутатами румынского парламента в нескольких созывах. Будучи депутатом парламента, священник и университетский профессор Гучужня сыграл важную роль в создании теологического факультета в Кишиневе. Кроме того, местная элита в гагаузских населенных пунктах, мэры, учителя, священники, инженеры и так далее были членами крупных исторических румынских партий, таких как Национально-либеральная и Национально-крестьянская партии. Избираясь мэрами или депутатами в местных советах по спискам этих партий, Советский Союз не
примирился с территориальными потерями 1918 года. В результате на территории бывших царских губерний широко распространялись коммунистические идеи. Коммунистическая идеология пользовалась особенно на первых порах большой симпатией среди жителей гагаузских сел. Большинство гагаузов принадлежали к крестьянскому и рабочему классу, и их привлекала коммунистическая доктрина, пропагандировавшая идеи социального равенства, равноправия и раздачи крестьянам сельскохозяйственных земель. В этих условиях коммунизм довольно быстро прижился среди жителей гагаузских сел, которые создали тайные коммунистические организации, вели подрывную деятельность против румынского государства и надеялись на всемирную коммунистическую революцию. Одна из таких коммунистических организаций, весьма значительная, была создана в Камрадском районе, а возглавил ее бывший офицер царской армии Дмитрий Гаврилюк. Гаврилюк создал организацию по прямому указанию секретаря коммунистической организации Бендерского уезда. Вскоре после этого, в сентябре 1919 года, полиция сообщила о раскрытии нескольких коммунистических организаций в Бендерском, Кагульском и Аргеевском уездах. В той же справке полиция сообщила, что в поселке Камрад Кагульского уезда были арестованы 19 членов нелегальной коммунистической организации, в том числе 2 бывших офицера русской армии, которые были русского и молдавского происхождения, а также другие жители этих населенных пунктов – гагаузского, болгарского и русского происхождения. Аресты были произведены и в других населенных пунктах. Среди задержанных 7 сентября был сотрудник государственной службы связи в городе Чодерлунга, который должен был объявить по телеграфу о начале восстания. В июне 1919 года было создано Управление полиции и общей безопасности, в подчинении которого находилась служба безопасности и контроля над иностранцами. Сигуранца отвечала за безопасность государства, поэтому особое внимание она уделяла национальным меньшинствам, проживающим в Румынии, имея множество агентов на местах, которые собирали полезную информацию для поддержания порядка и предотвращения восстаний против румынских властей. Таким образом, коммунистические организации были полностью уничтожены, как это произошло летом 1919 года, когда румынские власти разоблачали коммунистические организации в населенных пунктах Камрата, Чодерлунги, Кирсова, Бешалмы, Казаклии, Гайдар. После подавления татарбунарского восстания, в котором принимали участие и некоторые гагаузы, коммунистическая пропагандистская деятельность была практически полностью подавлена и потеряла своих приверженцев. С 3-го десятилетия и до начала Второй мировой войны в гагаузских населенных пунктах активизируется коммунистическая пропаганда. По данным камрадской полиции, в конце 1930-х годов в городе действовала коммунистическая организация, возглавляемая восьмиклассником Милграмом Элея. Также в этот период в Камрате действовала тайная коммунистическая организация, возглавляемая Петром Кыльчиком. Однако за 22 года румынского правления в Бессарабии влияние коммунистической пропаганды в гагаузских населенных пунктах было довольно слабо. Как правило, приверженцы большевизма ограничивались распространением агитационных материалов и организацией тайных собраний. В Бессарабии, как и во всей Румынии, большевики не имели сильного влияния на межвоенную политическую жизнь, особенно после провала восстаний в Татарбунаре и Николаевке в 1924 году, когда румынская коммунистическая партия была распущена, а ее лидеры арестованы. Совсем по-другому обстояли дела на крайне правом фланге румынской политической сцены. Румынские ультраправые партии были представлены несколькими организациями и политическими партиями: Лига национально-христианской обороны, Румынский фронт и другие. Но наибольшей симпатией среди людей, поддерживающих идеи ультраправых, пользовался легион Архангела Михаила или Железная гвардия, возглавляемая Корнелию Зеля-Кадряну, которого также называли капитаном. С 1930 года легионерское движение активизировало свою пропаганду в южной части Бессарабии, где проживала основная масса гагаузов. Национальный архив Республики Молдова раскрывает малоизвестную политическую сторону жизни гагаузов в межвоенный период. В молдавский историк гагаузского происхождения Олег Берку обнаружил, что крайне правое движение в Румынии, легион Архангела Михаила, пользовалось
религиозностью гагаузов и многочисленными недостатками румынской администрации. Это позволяло им пользоваться большой симпатией среди населения гагаузских сел. В начале третьего десятилетия Железная гвардия пользовалась растущими симпатиями среди населения гагаузских сел, где имела довольно многочисленные организации. Так, по архивным данным, в 1932 году Железная гвардия имела своих сторонников в населенных пунктах Бульбока, где из 700 глав домохозяйств 200 были членами Железной гвардии. Эмпуцита, из 350 глав домохозяйств Железная гвардия насчитывала около 100 человек. Курчи, из 350 глав семейств Железная гвардия насчитывала около 200 человек. Табаку, из 700 глав семейств Железная гвардия насчитывала около 100 человек. В коммуне Вулканешта Железная гвардия пользовалась симпатией около 60% избирателей. В последующий период ультраправые еще больше активизировались по вербовке новых членов из гагаузских населенных пунктов. Сам Корнелий Узеля Кадряну довольно часто выезжал на эту территорию, где проводил встречи со сторонниками, принимал участие в собраниях и шествиях и даже заключал браки среди молодых легионеров. Например, 10 июля 1933 года Корнелий Узеля Кадряну отправился из Яс в Тареклию. Через 2 дня принял участие в съезде, организованном в Татар-Капчаке, а 13 июля присутствовал на собрании Железной гвардии в Чодырлонге. После того, как 9 декабря 1933 года румынское правительство приняло решение о распуске Железной гвардии, румынские легионеры занялись нападениями и запугиванием румынских властей. Полиция начала арестовывать членов легионерского движения, особенно после убийства премьер-министра Георгия Дуки. Среди арестованных в 1933-1934 годах были члены Железной гвардии из гагаузских населенных пунктов, такие как Моисей Левтер из города Камрад, Якоми Василий из поселка Кангас, Кашчук Арсений из Садаклии и Михаил Бабогла из Татар-Капчака. С 1935 года и до установления диктатуры Карла II в 1938 году Железная гвардия продолжала свою деятельность в рамках партии под названием «Все для страны», объявленной 21 апреля 1938 года вне закона вместе с другими политическими партиями Румынии. В сентябре 1939 года Арманд Калинеску, в то время премьер-министр Румынии, был убит в результате заговора, организованного легионерами. Убийство Арманда Калинеску вызвало настоящее гонение легионеров. В конце 1939 года были арестованы многие гагаузские члены легионерских организаций: Кулев Алексей, Ион Караганчев, Михаил Тихогла, Кара Георгий и другие. Некоторые из них вскоре были казнены. По прямому указанию короля Карла II в конце 1939 года крайне правое движение было уничтожено, в том числе и в гагаузских селах. А после присоединения Бессарабии к СССР в 1940 году многие из бывших легионеров были казнены НКВД или депортированы в Сибирь. Друзья, это был 6-й выпуск нашего проекта Nocta Life History, который мы делаем совместно с доктором истории Штефаном Бежаном. Увидимся в следующем выпуске. До свидания.